Когда мы приступили к работе, я не скрою, что Бюджет был со знаком минус. все вместе были чуть-чуть немножко, так скажем, да, ошарашены. Это не наша собственность, это национальное достояние. Сталкивался ли ты с тем, что тебе предлагали взятки? У меня, к сожалению, так в жизни получилось, что я в раннем возрасте потерял отца, в раннем возрасте потерял мать. И должны делать все настолько безупречно, что потом нам в спину никто не мог сказать, что кто-то мог взять, и вот я ему давал. Ну, да, такой чуть-чуть колючий вопрос, так скажем. Гагра будет в любом случае через 10 лет процветающим местом. Привет, Алхас. Спасибо большое за то, что ты к нам пришел. Здравствуй, Саид. Спасибо за предоставленную возможность пообщаться. Арциц Алхас Валикович. Родился 19 марта 1983 года. Высшее образование получил в Абхазском государственном университете по специальности социально-культурный сервис и туризм. Проходил службу в пограничных войсках Республики Абхазия. С 2006 по 2010 год работал на различных должностях в коммерческих организациях. С 2010 по 2012 год был директором муниципального унитарного предприятия администрации Гагрского района «Курорт Гагра». С 2012 по 2019 год работал начальником управления по курортному туризму администрации Гагрского района. С 2020 года по настоящее время заместитель главы администрации Гагрского района. Женат, воспитывает 2 детей. Алхас, исходя из твоей биографии, мы поняли, что до того, как ты занял пост заместителя главы администрации Гагрского района, ты на протяжении практически 12 лет работал в администрации Гагрского района. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт. Какие должности ты занимал? Да, на самом деле я в администрации Гагрского района работаю уже 12 год. Начало работы мое начиналось в муниципальном унитарном предприятии «Курорт Гагра». Это организация, которая занималась, так скажем, всеми летними процессами в районе. Ну и в первую очередь это пляжное хозяйство, предоставление в пользование пляжных зон, вывоз ТБО, уборка мусора, так скажем, с пляжной зоны. И также в мои обязанности входила контроль и выдача разрешительных документов экскурсионным организациям, фирмам, которые занимались в Гагрском районе предпринимательской деятельностью. Мы занимались дислокацией, выдачей мест под реализацию экскурсионных билетов. В дальнейшем уже я начал работать в управлении по курорту и туризму. По сути, это то же самое направление, только уже чуть-чуть другие обязанности, так скажем. Управление по курорту и туризму занималось вообще всей сферой туризма в Гагрском районе. Вот. И в последнее время, уже второй год, я являюсь заместителем главы администрации Гагрского района. Ну, конечно же, обязанностей стало гораздо выше, там добавились уже другие направления. Я курирую культуру, образование, медицину, спорт, туризм. Все эти направления, они на сегодняшний день все насущные, каждая из них со своими сложностями, со своими положительными, отрицательными сторонами. Ну, как нам известно, у нас сегодня в Гагрском районе молодая команда, молодые руководители. Мы все вместе сообща занимаемся решением этих вопросов. Что-то получается, в чем-то пока существуют препоны. Алхас, скажи, пожалуйста, вообще, что мотивировало тебя баллотироваться в парламент? И значит ли это, что полномочия, которыми обладает заместитель главы администрации Гагрского района, их мало для, допустим, решения каких-то более глобальных задач? Полномочий их очень много на самом деле. И когда это все слаженно в команде работается, да, и многое получается гораздо проще, чем если бы в индивидуальном порядке каждый на себя, как говорится, погрузил бы все эти трудности и сложности, сложившиеся за этот период в районе. Но я хочу подчеркнуть тот момент, что бывают такие вот ситуации, когда одного только административного ресурса бывает недостаточно в решении определенных вопросов, а у нас их, к сожалению, в районе на самом деле очень много. Это вот если взять и разбивать по каждому направлению отдельно, это можно и культуры касаемо, и образования, и медицины, тем более учитывая тот тяжелый период, который мы все вместе с вами переживаем, сегодня касаемо пандемии. Очень много ситуаций, которые на уровне местной администрации невозможно решить, и поэтому
необходимо просто, оно неизбежно, да, в любом случае, взаимодействие местных властей, районных, я имею в виду, да, с законодательной властью, чтобы это все работало как один механизм. Нам на местах, конечно, лучше видны все эти проблемы, потому что мы в них полностью углублены и знаем, откуда что, как исходит и истекает. Но когда все это формируется уже в виде, да, там, юридической стороны, там, продуманной какой-то вот, да, структуры работы, это все попадает сюда, наверх, так скажем, да, где принимаются решения, где они должны, как говорится, наоборот, содействовать в решении этих вопросов. Но зачастую многие вопросы остаются без должного внимания, и тем самым возникает, что вопрос нерешенный может остаться. Ну вот ты сам сказал про взаимодействие исполнительной власти и законодательной власти. Чего не хватает для более эффективного взаимодействия, на твой взгляд? И какие идеи в этом направлении есть у тебя лично? В любом случае, я думаю, что везде всегда причиной служит вообще, сам по себе человеческий фактор. Это каждый на своих местах, он должен выполнять свои прямые обязанности. И в этом случае, наверное, многих проблем можно будет избежать. Но, опять-таки, если исходить из сложившейся ситуации именно касаемо пандемии, да, можем привести, допустим, такой один из примеров многочисленных, что по линии здравоохранения у нас, как и во всей Абхазии, наверное, да, каждый, наверное, согласится с этим, что Минздрав и наши ЦРБ районные, они испытывают большую нагрузку. Гагрский район, он курортный район, в летний сезон это большой туристический поток иностранных граждан, плюс это все сопряжено с самой пандемией, то есть это все соприкасается. Зачастую бывает там нехватка медикаментов, нехватка койко-мест в самих стационарах. Вот. И есть такое понимание, когда тарифы, они подразумевают там платные и бесплатные услуги. Допустим, на уровне местного самоуправления там, мы не можем принимать такие решения. Это с законной точки зрения у нас в этом плане руки связаны. В этом случае, значит, мы, изучив ситуацию по линии гагрского здравоохранения, так скажем, гагрского направления района, вот, мы подаем первый импульс в Минздрав, то есть уже необходимо создание этих тарифов. Вот, Минздрав уже в свою очередь все это просчитывает, потом он направляет эти документы, образно говоря, в кабинет министров, и там уже эти тарифы должны рассматриваться, утверждаться, потом они отсылаются нам, и мы по этим тарифам можем уже работать. Но на моей памяти, по-моему, около 3 или 4 раз уже эта процедура происходила, я имею в виду, от района документы отправлялись, но все это оставалось без должного внимания. Мы все прекрасно знаем, что сегодня, да, в Абхазии много иностранных тоже граждан лечится. Те, кто заболевает, допустим, коронавирусом, мы от них, от госпитализации не можем отказаться. Мы их также на общем режиме принимаем в Гагрской центральной районной больнице, там, где мы своими силами, районными бюджетными силами, мы образовали стационар на 50 койко-мест, где полностью, включая и питание, и медикаментозную базу, район берет на себя. Конечно же, и по линии Минздрава и Минфина тоже идет запланированная работа в этом направлении, но не всегда бюджетных средств в районах на это хватает. И в этом случае нам нужно содействие. Я так полагаю, что будучи, допустим, да, вот если каждый из кандидатов, который сегодня идет на выборы, да, хочет стать депутатом парламента, он и должен выполнять эту прямую функцию, он должен быть вот этим связующим звеном между своим районом и теми органами власти, которые должны эти решения принимать. О твоих предвыборных проектах, вернее, о том, с чем ты идешь в парламент, мы поговорим чуть позже. Поговорим давай о твоей работе в администрации Гагрского района. Я понимаю, что не всегда комфортно об этом говорить, но учитывая, что ты сегодня кандидат, и избирателю важно понимать, есть ли у тебя какие-то заслуги, вот я поэтому и спрашиваю. Скажи, пожалуйста, за 1,5 года работы в администрации Гагрского района в качестве заместителя, какие результаты ты можешь отнести, результаты своей личной работы, своего вклада, как вот да, у меня получилось, запланировал, сделал? На этот вопрос я хочу ответить чуть по-другому, с вашего позволения. Почему? Потому что конкретно говорить о себе и о своих заслугах не имею права. У нас, еще раз, как я до этого подчеркивал, у нас командный подход. У нас, как и руководство района, молодые ребята, у нас, так и в каждом подведомственном направлении, в организациях наших, тоже находятся молодые специалисты, которые полны энергии, полны желания исправить многие те вещи, которые уже были, да, как, так скажем, в тупиковой ситуации. Касаемо именно того, что было проделано нами, это в первую очередь, конечно, жители оценят, и они дадут этому свою оценку. Когда мы приступили к работе, я не скрою, что все вместе были чуть-чуть немножко, так скажем, да, ошарашены
ошарашены в том плане, что можно прийти и начать с нуля, а можно прийти и не то чтобы нулевая ситуация, а просто минусовая долговая ситуация. У нас бюджет был с большими долгами, нам не от чего было отталкиваться, не на что было опираться. У нас в каждом направлении, особенно в хозяйственной части района, были большие задолженности, как и по выплатам, по обязательствам перед бюджетными организациями, работниками. Это именно зарплатной части касаемо, по 4-5 месяцев были задолженности в районе. Потом это были всевозможные долги по внебюджетным фондам, по банковским кредитам, которые были взаим взяты там под какие-то тоже эти направления, но эти обязательства тоже не были выполнены. И по каждому направлению эти суммы настолько накопились за эти года, что на самом деле казалось ужасающим, насколько будет тяжело все эти вопросы разгребать и как с этим справиться. Но опять-таки за счет слаженности, за счет большого желания. Первое, с чего мы начали в этот трудный момент, мы привлекли хороших, высококвалифицированных работников Министерства по налогам и сборам в Гагрский район. Мы создали комиссию, куда лично я сам тоже входил. То есть это были налоговые работники и плюс работники администрации. Мы пешком обошли весь Гагрский район. И район был разбит по секторам. Лично я возглавлял группу, и мы начали с границы, с поста ПСО, и пешком дошли до города Гагра. Мы заходили в каждый объект. Это как крупные, средние, так и малые объекты предпринимательской деятельности. Со всеми вели диалог. То есть просто познакомились и для начала поняли, какой масштаб предпринимательской деятельности занимается этот человек, допустим. Потом нас интересовал вопрос о постановке этих предпринимателей на учет. Стоят ли они на учете, оплачивают ли они добросовестно налоги. И в этот момент у нас инвентаризация показала, что очень-очень большое количество объектов не стояло на налоговом учете и, соответственно, не платились нужные платежи. В этом направлении, как и тогда, так и сейчас ведется большая работа. В последующем, значит, мы обратили внимание на тех крупных должников, которые в районе образовались. Это очень крупные предприятия, которые там не за год, не за два накопили такие долги, там 10 лет, там, у кого-то 15 лет назад эти долги друг на друга накладывались и получались очень большие суммы. Мы начали с них, мы их пригласили, мы, как говорится, душа в душу пообщались и сказали, что с нашей стороны мы гораздо только помочь, рядом стать, но закрывать глаза на такие задолженности мы не можем себе позволить, потому что это деньги района, на эти деньги должны были сделаться многие положительные, позитивные вещи. То есть и нашли в этом понимание, то есть люди начали по-другому реагировать. Наша инспекция показала очень даже хороший результат. Допустим, при плане в 641 миллион в течение года, в 644, извините, в течение года мы сами в два раза да, увеличили этот бюджет до 747 миллионов рублей. И при всем этом, да, то, что мы его увеличили в два раза, мы все равно перевыполнили этот план, и у нас общее перевыполнение, да, получилось 879 миллионов рублей. Это хорошее подспорье для того, чтобы двигаться дальше. То есть мы уже много запланированных работ выполнили. Сегодня, кто в Гаграх бывает, он видит, да, как Гагра преображается. У нас ведутся работы по укладке асфальтного полотна, у нас ведутся работы по укладке тротуарной плитки очень качественные, бордюры меняются. Сейчас следующим этапом тоже будет освещение. То есть в этом направлении ведется большая работа. Каждое из ведомств сегодня, как мы уже до этого подчеркнули, испытывает тоже свои трудности. Вот мы говорим, да, о здравоохранении. Гагрская больница вот 30 лет не знала, что такое ремонт. Сегодня уже многое проделано, и сейчас на сегодняшний день тоже ведутся работы. Мы приобрели 2 реанимобиля. Один из них, как линейный транспорт, другой очень серьезный, укомплектованный транспорт, который позволяет перевозить тяжело больных как в условиях пандемии, так и вне. В районной больнице положили асфальт, мы открыли за счет бюджетных средств до всего местного района, да, мы сделали молекулярную лабораторию, которая нам очень хорошую службу сегодня служит. Мы сделали капитальный ремонт реанимации с заменой электричества, коммуникации. Дальше мы планируем перейти уже в терапевтическое отделение, в хирургию, то
есть останавливаться на этом не хотим. Во всех этих направлениях также будем, конечно, дальше действовать. Но это не то чтобы заслуги, это само собой разумеющиеся вещи, которые уже давно должны были быть сделанными. Когда вы пришли условно работать в руководстве администрации Гагрского района, бюджет был со знаком минус. Я понимаю, что в компетенцию администрации не входит заводить уголовные дела и так далее, но с вашей стороны были какие-то, может быть, заявления в прокуратуру на ваш взгляд, чиновников, которые работали некомпетентно, были коррупционерами? Такое было? Было и имеет место по сей день. То есть есть определенные моменты, где там уже, как говорится, черным по белому все видно, написано, что чуть-чуть, как говорится, приложили руку неблагочестиво. Не наша прерогатива заниматься этими вопросами. Да. Мы их озвучили, осветили, материалы передали в соответствующие компетентные органы. Ведутся в этом направлении сегодня тоже работы. Да, есть такое. Ты сказал, что, работая заместителем главы администрации Гагрского района, курируешь такие сферы, как образование, культура, здравоохранение, если я ничего не упускаю. Спорт, туризм. Да, спорт и туризм. В целом, как ты оцениваешь уровень всех этих сфер, уровень их развития? Если говорить об уровне каждого из этих направлений, исходя из того, что мы уже в предыдущем сказали, в каждом из этих направлений есть свои проблемы и есть такие проблемы, которые кажутся на первый взгляд нерешаемыми. Что касается, допустим, просто если взять направление культуры. У нас тоже сегодня ведется очень большая работа в этом направлении. Мы также проводим инвентаризацию. Инвентаризация, она позволяет сразу выявить все насущные проблемы, вопросы. Касаемо культуры, хотелось бы подчеркнуть тот факт, что у нас в районе есть очень много объектов, которые стоят на балансе районного отдела культуры. Но при этом физически, там уже, так скажем, кто-то захватил в свое время, кто-то сделал когда-то какие-то арендные документы, и при этом он уже продал одному лицу, то лицо перепродало другому. Мы, когда приходим на подведомственный нам объект, это может быть любой дом культуры в селе, образно говоря, клуб, кинотеатр, летний театр, там есть вот такие вот объекты, которые они, наше общее, как говорится, наше достояние района, но при этом оно уже находится давно в частных руках, и при этом частные предприниматели за все эти года не приняли никаких мер для того, чтобы привести их в порядок. Ты сам видел, в Гаграх у нас, к сожалению, есть такие вот печальные объекты, которые они уже просто-напросто без кровли, сгнили, ветхие, их надо, наверное, сносить, и уже ничего не исправишь в этом направлении. Но мы также создали комиссию, у нас как землепользователи, так и работники БТИ выезжают на эти объекты, мы проводим инвентаризационный план. Большинство документов были утеряны они как-то по оплошности, или это было сделано целенаправленно, это нам остается об этом только догадываться сегодня, но мы по новой создаем базу. В дальнейшем, если у нас будут такие возможности, мы своими силами сможем эти объекты реконструировать, создать там условия, чтобы детишки могли заниматься. Мы знаем, что у нас, если взять по линии спорта открытого типа площадки, такие как футбольные поля и тому подобное, а закрытого типа у нас, к сожалению, ничего нету. Куда бы мы ни хотели обратиться, это уже везде находится все в собственности. Но на сегодняшний день и практика прошлых лет показывает, что много предпринимателей, которые приехали с России, но уже имеют здесь бизнес в Гагрском районе, они на самом деле очень зачастую изъявляют желание. У нас сейчас уже планируется, идет в плане разработки, находится на стадии разработки, находится строительство спортивного комплекса. То есть это будет полноценный комплекс для всех видов спорта. Рядом там также будет стоять небольшой номерной фонд для того, чтобы мы могли со всей России приглашать детишек, спортсменов, сборы проводить. До этого тоже предприниматель заявил желание от себя построить борцовский зал, боксерский зал в районе кемпинга. Вот буквально сейчас, наверное, может даже в течение этого месяца мы уже введем в эксплуатацию этот объект. Там будет новый хороший спортзал. А наши детишки, они занимаются там в санаториях, в больших каких-то объектах. Кто-то арендует, оплачивает там какие-то помещения, берет. То есть в этом плане тоже уже есть какая-то динамика. И то же самое хотелось бы сказать по линии образования. По сути, то же самое, как и по линии культуры. Есть много объектов, которые там сады. Мы знаем, что у нас катастрофическая нехватка садов. Пандемия нам это еще раз подчеркнула, дала понять, когда
министром просвещения был издан приказ о том, чтобы там в детских группах не больше 20 детей, допустим, было сосредоточено, а у нас в каждой группе там 26-28, образно говоря, детишек. У нас в 2 садах Марамза и Амра в Гаграх, ну вот по 40, даже с большим, в каждом саду выпали детишки. Физически у нас есть те здания, которые были садами, но сегодня, поднимая все эти документы, мы видим, что за кем-то закреплены, но какие-то мы уже смогли вернуть, какие-то еще идут, как говорится, в стадии разработки, это все находится, мы общаемся. Мы даем людям понять, что да, вот 30 лет после войны прошло, человек говорит, что я сохранил это здание, но ты когда смотришь на это здание, ты понимаешь, что там сохраненного ничего нету, оно уже полностью пришло в упадок, и это не называется сохранил. Мы до них тоже доводим, и в любом случае уже есть такие примеры, когда люди с пониманием отнеслись к этим моментам и сказали, раз это будет для детей, раз это будет для района, как говорится, подспорьем нужным, хорошим, то мы тогда никуда притязательств своих не видим. Если взять с точки зрения юридически, тем более там у них нет никакой базы для того, чтобы претендовать, потому что мы знаем, там 15-20 лет назад кто сделал юридический договор, он ни одни пункты договора этого не выполнял, никакие арендные платежи никуда не поступали, то есть с этой точки зрения тоже можем подойти, но пока хотим вот в виде диалога договориться, как говорится, по пути меньшего сопротивления прийти к общему. Ну вот раз мы заговорили про детские сады, про детей, скажи, пожалуйста, сколько у тебя детей, где они учатся или ходят в садик? Живут ли там в Гагре, в каких-то других городах? Ну, если я знал бы, что это все, что связано с детьми, так прекрасно, я, наверное, раньше женился бы. Они у меня пока маленькие, так скажем. Старшей моей дочери 3 года, младшей дочери пока нету года. Они у меня ходят, одна старшая ходит у меня в наш абхазский садик. Кстати, этот садик тоже, ну, там у нас 2 сада в Гаграх именно, да, а один был сделан буквально там сравнительно, если брать, это было недавно, а вот этот Марамза садик, он еще, я сам в него тоже ходил в детстве, в этот садик. Вот, и мы сделали такой клич по району. У нас откликнулись наши доброжелатели, предприниматели, местные ребята, которые взяли, так скажем, патронаж над этим садиком. Они сделали ремонт, они сейчас ждем, приедет детская площадка, они вложили брусчатку новую. То есть полностью все содержание садиков, что касается именно ремонтно-восстановительных работ. Сегодня ребята нам помогают, и этот садик уже преобразился. Моя дочь ходит туда. Алхаз, я знаю, что ты сам прекрасно владеешь абхазским языком, но удается ли тебе с детьми разговаривать на абхазском языке, в семье разговаривать на абхазском языке? Вот один момент. И второй момент, насколько, на твой взгляд, депутат парламента должен владеть родным языком? Ну, я думаю, это даже не обсуждается, касаемо детейшек наших. Я за себя хочу сказать сразу, мои дети в любом случае будут говорить на абхазском языке. Я приложу к этому все усилия, несмотря на то, что как-то в пору должности и работы получается редко бывать, да, дома, чтобы больше времени с детьми проводить и говорить, общаться с ними. Но в любом случае, я думаю, касаемо именно этого направления, каждый в семье должен ставить первоочередную задачу, что самому надо говорить и учиться, если это, ну, это не постыдная вещь. Абхазский язык, он сам по себе сложный, если его не выучить с детства, потом он дается гораздо сложнее, поэтому с самого детства надо вкладывать в них это все и заниматься усердно. Алхаз, расскажи, пожалуйста, с какими главными идеями, посылами, проектами, целями ты намереваешься баллотироваться в парламент? Ну, в любом случае, главной основной идеей, наверное, будет в первую очередь заключаться в чем смысл, да, в том, что опять-таки, учитывая свой опыт, столько, ну, для меня это не маленький опыт, 12 лет, мне на сегодняшний день 38, да, из них 12 лет я последний посвятил своему району, работе в районе. Не то чтобы там где-то косвенно соприкасался с какими-то трудностями, связанными, да, вот со всеми направлениями, которые мы обсуждаем, а в пору должности, тем более, столкнулся с теми вопросами, которые нуждаются в более детальном подходе. И как мы до этого говорили, да, на самом деле недостаточно одних только районных сил, возможностей. Для этого нужна серьезная связка с законодательной властью. Я думаю, в любом случае парламентарии, они имеют, так скажем, большой
большой уровень возможностей влиять на эти процессы, то есть туда, куда обычный работник администрации там, или даже тот заместитель может не достучаться в какое-то определенное ведомство, да, которое должно принять какие-то определенные решения для того, чтобы в районе ситуация улучшилась. Я думаю, будучи в парламенте, это будет делать гораздо проще, легче. Но здесь тоже понятно, что одного желания недостаточно. Это надо будет также работать, не покладая рук. То, о чем мы говорим на сегодняшний день, вот это взаимодействие исполнительной власти и законодательной власти, оно не всегда имеет тот эффект, потому что не все должным образом себя отдают общему делу. Моя первая задача, я как до этого и говорил, да, быть связующим звеном между законодательной властью и исполнительной властью на местах. Как мы до этого и подчеркивали, да, у нас в районе сегодня каждое ведомство, оно испытывает, так скажем, шоковое состояние. Почему? Потому что там за многие лета накопились колоссальные трудности и проблемы. И бывает порой, когда ты, да, вот, имеешь желание что-то исправить, уже будучи в администрации района, но при этом ты понимаешь, что с законодательной стороны у тебя руки связаны. Как мы приводили пример по линии здравоохранения, допустим, также есть такие вот препоны, если взять систему налогообложения предпринимателей в Гагрском районе. Почему? Потому что мы знаем, что Гагра курортный район, очень много туристов приехало к нам в прошлый сезон, на Новый год очень много было гостей, на майские праздники. Ну и наши инспектора налоговые, которые ходят и занимаются мониторингом ситуации, потом уже, как говорится, занимаются взиманием налоговых платежей, они зачастую сталкиваются с определенными трудностями, мы сейчас их озвучим, но эти люди потом приходят к нам там на местах с недовольствиями, с негодованиями. А в чем это заключается? Допустим, есть такое понятие, как первая линия. Мы знаем, в Гагре хорошая, красивая набережная. Там в основном все жители частного сектора, они сдают в найм жилье. У кого-то они уже переоборудованы под мини-отели, гостиницы. У кого-то стоят крупные объекты. А есть еще и другая линия. Это уже, вот, как говорится, гора Мамзышха. И у кого-то тоже есть в найм жилье, где сдается, допустим, в верхней зоне. Но при этом мы должны понимать, что заполняемость на набережной, она всегда, конечно, лучше. В мае месяце человек уже может 15 номеров полностью под сдачу иметь. И к нему приходит инспектор, по факту уже делает начисление. А бывает, что в июле месяце, это уже разгар сезона, приходя уже туда наверх к предпринимателю, у него там нету ни одного койко-места сданного в аренду. То есть он еще ничего не успел заработать, но при этом тариф 5500 на него тоже распространяется, он должен за комнату заплатить государству 5500. Да, и вот это всегда на самом деле имеет такое вот большое негодование, вызывает среди населения. Они приходят к нам, как представителям власти, и говорят, ну где справедливость? Вот, то есть есть вот такие вот тонкости, на которые я, будучи в парламенте, конечно же, хочу обращать внимание. Надо над этим тоже работать, изучать эти материалы, понимать, как упростить для населения условия пребывания в предпринимательской среде, так скажем. Почему? Потому что мы не должны всячески задушить предпринимателя, мы ему должны, наоборот, создать комфортные условия, чтобы он мог и заработать, и при этом должное государству тоже отдать, а мы уже на местах из этих средств будем делать те вещи, которые сегодня происходят. Сложилось в депутатской практике следующее, что там, избравшись в парламент, депутат продолжает выполнять такие функции помощника в своем округе. Учитывая, что ты занимаешь должность заместителя главы администрации, как мы там, исходя из нашего интервью, поняли, достаточно глубоко погрузился в проблемы Гагрского района, а их очень много, это вода, мусор, такая же проблема со светом, как и во всей стране. Вот в этом контексте какую работу ты видишь для себя? Ну, тут тоже, вот, пожалуйста, такой наглядный пример получится, где может быть эффективен рычаг именно парламентария, так скажем. Те вопросы и проблемы, которые мы озвучиваем, да, там та же укладка асфальта, брусчатки по линии больницы, мы там покупаем технику по линии хозяйственной части, мы уже купили около 8 единиц мусороуборочной техники, еще сегодня уже в стадии прибытия находится еще там 6 или 7 машин, если не ошибаюсь, мы их будем рассредотачивать по району.
Все эти направления, они, конечно же, тоже нуждаются в хорошем, как говорится, финансовом таком, да, составляющем, но это все район своими силами может осилить при стечении тех обстоятельств, как, допустим, был прошлый летний курортный сезон. Если Бог даст, и этот летний курортный сезон будет полноценным, я думаю, район эти все вопросы покроет самостоятельно. Но вот, как ты озвучил, да, есть такие вот направления, как это общего плана, общего характера района касаемо. Это наша КНС, канализационная система, это наш водопровод, это наш свет. Это вот три таких вот составляющие любого курорта. Если мы говорим, что Гагра – это курортный район, то есть с этими вопросами не должно быть вообще никаких проблем. Почему? Потому что мы зачастую сталкиваемся, когда турист оплачивает там, да, за жилье определенную сумму, оплатил, он попадает в такую ситуацию, что он приходит с моря, выключается свет, он вынужден с баклажками, 5-литрушками идти наполнять воду, без света лифт не работает, он пешком поднимается наверх. То есть это такая вот вроде бы экзотика, которая никому не понравится в любом случае. То есть и человек начинает требовать возврат своих средств, которые он оплатил, говорит, куда я приехал и зачем. То есть эти вопросы уже должны были быть сняты давно. И стыдно, что сегодня нам приходится об этом говорить, потому что у нас, мы знаем, 30 лет назад, в конце концов, была война, и только по линии водопровода в Гагрском районе, если я не ошибаюсь, было 3 компании, 3 фирмы, которые занимались там с учетом смены власти или там какие-то другие факторы, наверное, влияли на это. Одна фирма занималась укладкой трубопровода, потом приходила другая, говорила, их трубы не кондиционные, эти трубы менялись на другие, при этом ломался асфальт, который был сверху положен. То есть все одно и то же, ничего не менялось. В итоге эта проблема не решена? Этот вопрос на сегодняшний день тоже не решенный, но была на самом деле проделана большая, колоссальная работа. Но еще много усилий надо приложить для того, чтобы все это довести до логического разумения. Все это не поднять самим районом, силами самого района. Здесь уже нужна помощь республики, и здесь уже опять-таки нужно, наверное, это все закладывать в инвестпрограмму для того, чтобы все это воплотить в жизнь. Почему? Потому что там средства на самом деле очень большие. Последние 2 года, в принципе, для человечества стали чем-то очень новым, и это очень сложный период, который мы переживаем, и Абхазия, к сожалению, не стала исключением. И вот я как журналист, как пользователь социальных сетей часто слышу и вижу, как люди жалуются, что в контексте коронавируса они остались один на один с этой проблемой. У нас очень много социально уязвимых семей, и ты это хорошо знаешь. Скажи, пожалуйста, как вот в этом контексте Гагрский район, там, руководство Гагрского района выстраивает отношения со своими гражданами, со своими жителями? Хотелось бы, прежде чем ответить на этот вопрос, подчеркнуть тот момент, что на сегодняшний день, да, эта проблема, она еще больше актуальная. Почему? Потому что тогда, когда мы испытывали пиковую нагрузку, так скажем, по линии ковида, и сегодня цифры разнятся на самом деле. У нас новые штаммы появляются, мы знаем, они уже... идет своя, наверное, тоже эволюция своего рода в этом направлении. Я имею в виду именно заболевание касаемое. И порой у людей просто нет шансов и вызывает панику то состояние, в котором они пребывают. В этом отношении хочется тоже подчеркнуть тот факт, что мы не остаемся в стороне. У нас также идет полный мониторинг ситуации. Необходимые ведомства, такие как СЭС, такие как Гагрская ЦРБ, полностью информируют администрацию Гагрского района по каждому заболевшему в районе. После этого наши специалисты уже, да, непосредственно сами тоже обзванивают, предлагают помощь администрации. Это уже касаемо, наверное, больше финансовой все-таки стороны. И также сами медики, которые находятся на местах, есть горячая линия, которая работает эффектно. Если даже человек пришел, сдал анализ, и у него положительный, да, вот, так скажем, результат, он не попал, не лег в стационар, он уже на дому, как говорится, проходит лечение. То есть его никто не оставляет без внимания, ему каждый день звонит сотрудник больницы, узнает о его самочувствии, говорит, корректирует, то есть ведет его как больного, и вплоть до его выздоровления в любом случае все это остается во внимании как и самой больницы, так и администрации. В этом направлении мы тоже очень серьезно относимся. Как мы до этого и говорили, был открыт стационар на 50 койко-мест. Нашими же местными бюджетными силами мы
сделали кислородную станцию, кислородную разводку в этот стационар. То есть раньше, если приходилось кислородные баллоны перетаскивать медсестрам самим, это тоже тяжело давалось. Сегодня уже есть стационарная подача кислорода, трехразовое питание, кормят как домашняя еда, как, допустим, как мы дома, да, вот готовят наши матеря, образно говоря, да, также наши медсестры, повара, которые находятся в больнице, каждый, кто после уже выходит, да, после выздоровления, так скажем, они, как и самим медикам, так и в администрацию, и письма благодарности пишут, и звонят, и благодарят за такое вот чуткое, теплое, доброе внимание к ним. Поэтому я думаю, что в этом направлении мы делаем все должное. Уже больше 1,5 лет ты занимаешь достаточно высокую должность. Сталкивался ли ты с тем, что тебе предлагали взятки, какие это были суммы, и как ты отреагировал? Ну, реакция, конечно, болезненная сразу же. Почему? Потому что если вот, да, вот говорить уже о тех тонкостях, моментах, касаемых вот таких неприятных вещей, любому жителю Гагрского района, наверное, приходилось сталкиваться, что значит, когда ты у себя дома что-то хочешь построить элементарно, там 2-й, 3-й этаж, мансарду добавить или что, ну, соответственно, нужно какой-то пакет документов собрать. И это всегда выходило в определенную сумму. То есть я знаю такие примеры, где человек у себя дома строил, и около 400 тысяч ему просто надо было ни за что отдать. Каждая инстанция, каждое ведомство, оно по-своему там создавало какие-то препятствия. Это потом официальная коррупция. Это все, да, подводилось к тому, что надо, как бы говорится, уделить внимание, и потом после этого уже все само собой становилось на свои места. Сегодня точно таких у нас моментов нету. Мы же еще раз подчеркиваем тот момент, что у нас на всех подведомственных организациях молодые, порядочные, образованные люди, которым надо делать свое имя, которые понимают, что один раз запачкавшись, потом уже от этого не будет возможности очиститься. Тем более город небольшой, все мы прекрасно друг друга знаем. Если это один раз где-то будет иметь место, то оно в любом случае до всех дойдет, и это потом уже будет очень неприятно, нелицеприятно. Что касается лично меня, мы говорили об инвентаризации по системе налогообложения. Мы с ребятами тогда ходили, образно говоря, там, если у человека 5 рублей надо отдать государству, он отходил и говорил, можно на 2 слова, там, зачем 5 рублей буду давать государству, давай 2,5 рубля дадим тебе, и у нас проблем нету. Мы говорим, 2,5 рубля можешь дать, да, вот дай вот эти 2,5 рубля государству, а дальше уже пойдем по нарастающей и будем работать в этом направлении. То есть об этих вещах категорически можно говорить, что мы не имеем ни морального права, ни сами перед собой, ни перед своим сообществом, обществом, даже приблизительно в голове где-то держать такие мысли, что можем себе такие вещи позволить. У нас нет на это никаких прав, и в любом случае мы хотим двигаться дальше, вперед, и должны делать все настолько безупречно, что потом нам в спину никто не мог сказать, что вот тот-то мог взять, и вот я ему давал. Это потом оно всегда узнается, вылезет и будет ставить крест на любом твоем действии по жизни, я так думаю. Скажи, пожалуйста, какой ты видишь Гагру через 10 лет? Можно я скажу Гагрочку? Потому что она на самом деле очень любимая нами всеми. Мы понимаем, как мы это часто принято говорить, она визитная карточка. Сегодня мы видим преображение, мы видим, какой парк принца Альтенбургского у нас открывается, так скажем, по линии инвестпрограммы. Мы видим, как облагораживается набережная в Гаграх. У нас там, опять-таки, благодаря предпринимателям и взаимодействию с администрацией образовалось колесо обозрения. Под ним уже целая инфраструктура развивается. Это детский аттракцион. Кстати, на этот аттракцион мы уже почти всю Абхазию привезли от лица администрации. Всех детишек покатали. Это от Кварчала, Чемчира, Дзюбжа, все села, которые Гудаутского района. Там, ну, мы кому дали посыл, кто смог организовать, допустим, доставку детишек, мы всем им провели эту экскурсию, они все покатались на аттракционах, мы их покормили, они довольны, уехали домой. Гагра будет в любом случае через 10 лет процветающим местом. Очень часто в нашей политической жизни, я имею в виду в политической жизни Абхазии, людей, которые работают во властных структурах и баллотируются в парламент, обвиняют в том, что в своей избирательной кампании, предвыборной кампании, они прибегают к так называемому административному ресурсу. Скажи, пожалуйста, в отношении тебя, насколько это утверждение правдиво? Применять административный ресурс, я думаю, конечно же, это неправильно.
Это не должно иметь места. Каждый кандидат имеет за собой определенное там, да, свой электорат. Это не за один день приобретенное. Ты даже если захочешь, подключив весь свой административный ресурс, если ты не заслуживаешь уважения, я думаю, он и не даст никакого эффекта. Я очень болезненно к этому моменту отношусь. Почему? Потому что я считаю, это оскорбляет самого кандидата. Если ты идешь и должен подкупить, получается, да, того человека, кто тебя будет выбирать, ну, значит, ты как человек не состоялся в жизни, значит, ты не заслужил без всяких вот этих вот прерогатив, которые ты сам себе искусственно можешь создать, не заслужил уважения и отношения человеческого. У меня, к сожалению, так в жизни получилось, что я в раннем возрасте потерял отца, в раннем возрасте потерял мать. Каждый мой сегодняшний шаг и предыдущие мои жизненные, да, вот поступки, которые я совершал, не без ошибок, не без, как говорится, не без отрицательных таких вот нюансов, я всегда думаю, как бы отец и мать на это отреагировали бы. Они в меня вкладывали все самое лучшее, что у них есть. Это порядочность свою, это традиционность, это отношение, уважение к окружающим своим. Я так всю жизнь живу. Я так воспитан, я никогда ни перед кем не закрывался, я никогда ни перед кем не закрывал двери, тем более находясь там, да, как мы подчеркиваем, на каких-то должностях. Всегда старался и стараюсь, и буду стараться помогать, насколько у меня будет хватать возможностей, физических сил, разумения мое, насколько позволит быть рядом с людьми. Поэтому я думаю, все это и есть тот путь, который мне сегодня уже позволяет думать и быть уверенным в том, что я имею право и могу баллотироваться. Ну, в общем-то, правила тут очень простые. Я задаю короткий вопрос. Твой ответ не обязательно должен быть коротким. Алхаз, скажи, пожалуйста, какая, на твой взгляд, политическая система в Абхазии будет наиболее эффективна? Это исключительно, конечно же, мое мнение. Я думаю, что все-таки президентская форма власти, она самая правильная в нашем случае, в нашей ситуации. Единственное такое вот пожелание, да, и это не потому, что есть какие-то там события касаемые, да, вот президентствования там определенных лиц. Я вообще этого не хочу касаться. Я просто хочу сказать, что по самой смысловой своей нагрузке, что президентская власть, она должна быть просвещенная в первую очередь. То есть и человек, который возглавляет страну, он в любом случае должен быть открытым, справедливым, ну и выполнять свои прямые обязательства. Твое отношение к продаже недвижимости в Абхазии иностранным гражданам? Касаемо продажи недвижимости, я хочу сказать, что землю категорически продавать нет. Потому что мы, опять-таки, своей многовековой историей можем понимать, что эта земля, она пропитана кровью наших предков. У нас еще свежи новые, последние раны, которые были во время грузино-абхазской войны. То есть мы не имеем права распоряжаться этой землей, как даже нам заблагорассудилось бы, если у нас было бы помутнение рассудка, образно говоря. То есть это не наша собственность, это национальное достояние, которое еще на поколение вперед должно служить хорошую службу для того, чтобы мы здесь могли созидать и развиваться. Вот. Есть же другие формы собственности, есть арендные отношения, есть пользовательские отношения. Почему нет? Можно привлекать инвесторов, можно созидать. Опять-таки с учетом, я так полагаю, что лимитированного, квотированного подхода. То есть должны быть определенные квоты. Мы должны для себя сесть, просчитать, какое количество жилья нам необходимо для того, чтобы мы могли привлечь там иностранных граждан, допустим. Опять-таки там много нюансов будет вытекать, но без права голосования, без права участия там в наших национальных, так скажем, процессах. У нас есть мировая практика, где люди открылись для всего мира, и иностранные граждане приезжают, покупают первичное жилье, живут, и как бы никто никому не мешает. Наоборот, у нас за счет этого поднимется оборот, у нас может проявиться производство свое, которое, кстати, тоже необходимо в Абхазии. Одно с другим взаимосвязано, поэтому я думаю, что это возможно, и в этом направлении тоже надо двигаться. Как ты относишься к возможности отчуждения абхазской энергетики, то есть передачи ее в собственность, там, я не знаю, какому-нибудь инвестору? Прежде чем говорить об инвестиции вообще, так скажем, в энергетику нашу, сначала, конечно же, нужно, я думаю, и было бы целесообразным определить свою зону ответственности. То есть мы-то уже понимаем, в какой мы ситуации, да, с касаемо нашей энергетики. Мы должны определить и понять зону ответственности
частности, именно касаемо нашей абхазской стороны. Насколько качественно наше администрирование, насколько мы ведем работу в направленности неплательщиков среди потребителей электроэнергии. То есть вот сюда, если мы поставим акценты, и я думаю, это тоже нам уже создаст какое-то такое подспорье, когда мы поймем, что мы своими силами можем то-то, 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 а там останется уже видна та часть, в которой мы на самом деле бессильны. То есть наших местных средств не будет, на республиканских средств не будет хватать. Опять-таки можно все это грамотно продумать, просчитать, открыться для инвестирования, но при этом на взаимовыгодных отношениях. Отдать в пользование, делай, что хочешь, категорически нет, потому что мы не можем себе этого позволить, и это будет неправильно. Деньги или власть? И власть, и деньги только для народа, для людей, в любом случае. Потому что у нас порой бывает, что так люди заигрываются, что потом это все болезненно аукается обычным нам людям. Да? Поэтому я думаю, что и власть, и деньги – это хорошее сочетание, только в правильном направлении. Вот пусть люди этим всеми распоряжаются и решают. Алхаз, большое спасибо. Если ты хочешь, у тебя есть возможность обратиться к жителям Гагарского района. Тебе большое спасибо за приглашение, Саида. Очень приятно было пообщаться. Касаемо наших избирателей, в первую очередь, конечно же, я хочу пожелать нашему населению крепкого здоровья. Я думаю, при соблюдении всех норм в условиях пандемии мы все равно можем провести эти выборы. Дисциплинированности нам надо учиться всем вместе. То есть как раз здесь тоже и проявится на то, насколько мы можем дисциплинированно подходить к таким вот жизнеопасным таким вот ситуациям, когда пандемия, коронавирус, и при этом надо все равно двигаться вперед. Я хочу пожелать крепкого здоровья. Каждый сегодня вправе делать свой выбор. Как это обычно говорится перед каждыми выборами, и мы сами тоже бывали в таких ситуациях, когда говорили, да, не хотим не выбирать никого, не хотим нигде принимать участие, но я считаю, это не выход из сложившейся ситуации. Каждый должен ответственность свою тоже в этом плане ощущать, сделать достойный выбор и принимать также активное участие в том, чтобы мы все вместе могли построить и создать какие-то условия для наших будущих поколений. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Удачи. Пойду.